может, кто болеет хроническими заболеваниями, там, высокая там, гипертоническая болезнь, давление, сразу же, если будет какие-то недомогания, сразу же обращайтесь. Мы, ну, есть еще кто физически не очень подготовлен, тоже, кто устал, подождем чуть-чуть, соберемся вместе. Впереди серьезное испытание – покорение Столовой горы высотой почти 3000 метров. Судя по настроению, никто из ребят не сомневается в своих силах. Энтузиазма и решимости хватает у всех участников. Хочу более подробно разглядеть всю красоту этой прекрасной республики. Хоть я уже не первый раз бываю в Ингушетии, но именно в горах в Ингушетии я еще не был. Поэтому хотелось бы побольше насладиться этой красотой. В первую очередь, тропа предков – это масштабный образовательный проект. Так студенты Института государственного управления на практике знакомятся с краем башен и легенд. Именно там собирались старейшины для принятия судьбоносных для народа решений. Прикоснуться к этой многовековой мудрости – бесценный опыт для будущих управленцев. У меня есть блок дисциплин, связанный с межрелигиозным и межнациональным взаимодействием, и для меня это хорошая возможность применить, посмотреть, связать теоретические знания с тем, что я увижу на практике. И в целом у меня профиль обучения – это государственное управление. В экспедиции участвует Герой России, участник специальной военной операции Илья Спаняков. Он участник программы «Время героев». И его присутствие, без сомнения, будет поднимать боевой дух всей команды на протяжении всего маршрута. Студенты президентской академии как раз именно те люди, с которыми мы будем тесно взаимодействовать, за которыми будущее наше. Вот. Поэтому и еще параллельно с этим все-таки будущее за молодежью. Вот. И работа с молодежью – это очень важный такой аспект, это важное направление, которое мы не должны упускать, а только развивать и развивать. Но восхождение – лишь часть насыщенной программы. После спуска студентов ждет встреча с главой республики, посещение школы 21, образовательные интенсивы и нетворкинг с лучшими студентами Ингушетии. Важность таких проектов заключается в том, чтобы ребята осознавали величие нашей страны и общность идей. Вот этот проект про объединение и основная цель, чтобы ребята познакомились, подружились, увидели гостеприимство, увидели и трудности, которые преодолевали наши предки для того, чтобы выработать и решить сложные задачи. Управление, оно сложное по своей сути, и, конечно, те ребята, которые на управленческих специальностях учатся, должны с этими сложностями справляться в моменте, восходя на такие знаковые горы, вершины и отдавая почести традициям и культуре нашей великой страны. Возглавляет экспедицию сенатор Федерального собрания Российской Федерации Микаил Ильезов. Именно он стал инициатором проекта «Тропой предков», чтобы познакомить университетское сообщество со своим родным краем, его величественными легендами, башенной архитектурой и гостеприимными людьми. Ребята, ну не скажем, не знают, но полноценно не понимают, не имеют картину. Они сами изъявили желание, был отбор, очень много желающих. Отобрали ребят. Я думаю, всем понравится, очень положительные эмоции. И, конечно, они, вернувшись туда, в Москву, передадут этот положительный опыт, что повлечет больше туристов в нашу республику. Впереди у этих ребят не просто 3000 метров по вертикали, это путь сквозь время. Путь к истокам управления, проверенного веками. Путь, который, без сомнения, изменит каждого, кто отважится его пройти. А насыщенная образовательная программа и встречи с первыми лицами региона станут для них тем самым прочным фундаментом, на котором можно строить успешное будущее. Экспедиция только началась, и самые яркие впечатления и открытия у участников еще впереди. Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.